устойчивой. Ну, конечно, если говорить о населении, то часть занималась население, вот со времен еще Ишимского ханства, это пашенное земледелие, часть занималась там, где, собственно говоря, были степные и лесостепные районы, занимались скотоводством. Занимались еще охотой, охотились, значит, зимой использовали лыжи. В музее, вот как раз в Юрт-Оре, выставлены лыжи, вот эти широкие самодельные охотничьи. Но что интересно, что лыжи, ну нам кажется, соболь это такой дорогой мех, который там благородный, так вот лыжи, чтобы они не скользили назад, к ним прибивали мех соболя. То есть достаточно, с нашей точки зрения, кажется таким расточительством, такой дорогой благородный мех прибивать на лыжи, но это обеспечивало зато им устойчивость, они не скользили назад, и, в общем-то, можно было их использовать для зимней охоты. Что касается религиозных верований, то сибирские татары долгое время и потом сохраняли, это, конечно, религия у них была тенгрианство. Религия, идущая еще со времен древних тюрок, но, правда, они в процессе развития, тенгрианство смешивалось, вот от сибирских народов, оно смешивалось с шаманизмом. И вот тот религиозный компонент, то вот состояние религиозное, которое застали здесь, когда сюда пришли русские и стали записывать это все, это была смесь вот этого тенгрианства и шаманизма. Еще одним очень сильным фактором для консолидации сибирских татар это было, конечно, распространение ислама. Оно, ну, в общем-то, известно всем, и вы можете почитать, при хане Кучуме стало государственной религией, ну, то есть было обязательной, объявленной религией. Но на самом деле следы ислама здесь обнаруживаются уже начиная с XI века. Связано это было с Хорезмом, с Волжской Булгарией, вот с этими торговыми путями. Ну а массовое распространение ислама... Вопрос сразу. Да-да-да. Да-да-да. А бывает государственная религия? Государственная, она объявлена официально. Но она может называться государственной религией? Ну, можно, ну как христианство, допустим, в 988 году объявили государственной религией. Ислам в Волжской Булгарии государственной религией объявили в 822 году. Ну, то есть, это религия, объявленная на официальном уровне. Понятно, что, допустим, распространение религии, оно не связано вот только государственной религией, это некоторый просто этап определенный. Вот и как раз распространение это ее было здесь с X, я говорю, века, шло распространение ислама через вот Хорезм, Волжская Булгария. Потом вот эти история знаменитая, которая хранится в Тобольском музее краеведческом, это история вот этих учеников шейха Накшибанди, которые распространяли, отставить Бахауддина, не Накшибанди, да, или Накшибанди, да, которые распространяли ислам, как раз исламские проповедники, которые распространяли ислам здесь, в Сибири. Ну и там история рассказывает, что были вот эти битвы, они участвовали в битвах, потом этих много проповедников пало, их похоронили, ну и до сих пор вот эти места захоронения этих проповедников, они называются Астана, их очень много в Тюменской области. То есть как раз вот эти места почитания, где проповедники ислама похоронены ранее. Если говорить о таких бытовых вещах, да, что сохранилось, то, конечно, жили они здесь не в юртах. То есть юрты для Сибири это не самый лучший вид жилища, в силу влажного просто климата. То есть юрта все-таки она нуждается в сухом климате, иначе она не может существовать. Поэтому здесь жили разные типы жилищ, встречаются это полуземлянки, это деревянные дома. И вот тот дом, который в Юрт-Оре, музей, который открыт, это как раз дом в XIX веке в таких домах жили. Он сделан
уже под влиянием русского населения. Значит, вот именно в таком виде. Поскольку до 19 века тоже строили деревянные дома, но их особенностью было то, что у них окна не выходили на улицу. То есть окна и двери выходили во двор. То есть надо было сначала войти во двор этого дома, и потом уже войти в сам дом, и окна во двор были. Вот как в Узбекистане у них. Вот, ну, вы знаете, да, идешь по улице, у них просто стены идут, а все окна внутри домов. И вот такой же тип жилищ, то есть с окнами внутрь двора, это было и у сибирских татар, и у чатов вот в том числе. И только позднее, вот в 19 веке, под влиянием уже русских, стали делать окна и на улицу. Внутреннее устройство дома, ну вот, оно сохранилось до сих пор, вот в этой усадьбе в Юрт-Орах. Можно посмотреть именно так. Завтра едем туда на экскурсию. Ну вот как раз там все это посмотрите и увидите. То есть вот это устройство дома, оно сохранилось, как их стали строить здесь с 17 века, деревянные дома. Внутреннее устройство практически не поменялось. Это печь, причем печь двух типов. Вот вы там увидите в этом доме, это печь одного типа. Была другая печь, это, значит, глиняный такой чувал, да, обмазанный глиной, собственно говоря, как таныр, да, тандыр, и обложенный кирпичом, в котором выпекали хлеб. Вот такой тип был. Значит, это расположены вдоль стен, как вот они называют, ну, нары нехорошее, да, такое название, как они называются правильно, ну, не палати, а вот вдоль стен, которые расположены, ну, вроде такой деревянный подъем, то есть вдоль всех стен расположены, там увидите, и уже на них расстилали войлок, как правило, на войлок расстилали уже либо ковры в богатых домах, либо расстилали туда, ну, постель там была, там же ставили стол, там сидели, то есть ели, там же хранилось и вот, подушки, матрасы. Собственно говоря, вот это было место, где располагались. И там увидите, самое почетное место для гостей в татарском доме, вот у сибирских татар, это было напротив входа, самое почетное место. Ну а хозяева, значит, садились либо ближе к входу, либо с боковой стороны. Вот напротив входа самое почетное место для гостей было. И вот этот тип жилища. Значит, что касается утвари, то глиняную, деревянную утварь делали самостоятельно. Железные ремесленные изделия тоже изготовляли, и тазы, и кунганы. Все это известно из раскопок уже с 17 века. Но, конечно, часть вот этих изделий ремесленных привозили из Бухары. И вот эта бухарская торговля, она до 19 века очень активная была. И очень многие вещи вот, среднеазиатского производства, они были в домах сибирских татар. Ну вот, собственно говоря, возвращаясь к истории, конечно, после того, как был разбит Кучум, история сибирских татар и сибирских ханств, она не прекратилась, еще весь 17 век, ну так оно существовало, велись периодически войны, но поскольку русское государство становилось сильным централизованным государством, собственно говоря, сибирские татары, они переходили просто на службу к русскому государству, получали освобождение от уплаты дани, и таким образом происходила постепенная интеграция вот, сибирской территории в состав уже российского государства. Ну и если говорить о российском государстве, то, конечно, оно в своем составе, ну это сейчас уже и большинством историков разделяется, это не только славянский компонент, но и это тюркский компонент очень сильный, начиная с булгарского ханства, ну и потом вот эти ханства, и особенно Сибирь, это интеграция тюркского населения, и сама российская эта империя, уже она как раз и образовалась на основе славянских и тюркских элементов. Ну, история сибирских ханств продолжает изучаться. Какие нас открытия ждут еще, мы не знаем, но надеемся, что будут открытия. Ну вот, в общем-то,
такова вкратце история и так, некоторые бытовые детали вот, трех сибирских ханств, я подчеркиваю, Ишимское, Тюменское и Сибирское. Ну, на этом, наверное, я закончу свой монолог и готов ответить на ваши вопросы. Любые вопросы, связанные с историей, с интерпретацией событий. Уже устал немного, да, за сколько у вас? 2 дня уже, второй день? А, 3-й день уже. Ну, 3-й день вы впитываете все новые и новые информации. И ночь еще, ну понятно. Да. Свои контакты оставите? Да, конечно. Значит, контакты куда оставить? Ну, можно ли взять у вас как... Просто Номер телефона и e-mail. Ну, давайте номер телефона можете записать. 8 953 762 10 84. То есть это рабочий телефон, по нему можно связываться. E-mail, ну давайте я где-то напишу, вы можете раздать, можно писать, связываться. В общем-то, я всем стараюсь отвечать. Можно найти меня ВКонтакте или в Фейсбуке. Ну, в Фейсбуке лучше, я в Фейсбуке чаще бываю. Просто набрать Владислав Кокаулин. И там в Фейсбуке моя страничка. Там, собственно говоря, увидите. Да. Вы русский? Нет, я не русский, я, в общем-то, чуваш. Но так получилось, что воспитывал меня дедушка, он не родной дедушка, он татарин, жена у меня татарка. И поэтому, собственно говоря, я большей частью принадлежу к татарской культуре, потому что я в ней вырос. Ура! Да. Хотя этнически я, конечно, у меня отец, папа чуваш. Исламом тоже занимаетесь, да? Да, история Какой ислама. Я не теория, истории. Вот у меня книга как раз «Ислам в России», вот эта зеленая. Я покажу, можете. Вот. Это мы написали вместе с супругой, делали «Ислам в России», 8-21 век. То есть вот от образования еще первых распространения ислама, когда началось, с Дагестана, с территории, потом Волжская Булгария, Орда, ханство, потом дальше вот эти сложные отношения в российском государстве, потом модернизация, 20 век, ну и возрождение, собственно говоря, в начале 21 века, в конце 20 века, в начале 21 века. Как ученого вас можно пригласить, да, на исламскую конференцию? Конечно. Вы там, потому что очень Да, интересно. пожалуйста, пожалуйста. Республика Казахстан, город Семей. Да, да, то есть я, в принципе, у меня, если нет занятий, я человек мобильный, Мы с вами приехать свяжемся. мне не Там сложно. тема такая, роль ислама Мгм. в сохранении татарской общности Мгм. и роль татар в распространении ислама на территории Евразии. Нет, конечно, никаких проблем нету. Если это у меня нет занятий по расписанию, то Хорошо. и если заранее, чтобы я мог там как-то перенести И занятия. супруга этим же занимается. этой Ну, темой. супруга, она у меня вообще занимается, она библиотечное у нее образование, она занимается краеведением. И она, собственно говоря, вот та книга, где вторая маленькая книжка. То есть вы даже вдвоем можете приехать и на эту тему Вот она. обсудить, да? То есть вот она в свое время начала собирать материал вот, по истории новосибирских мусульман. Очень интересно. Ну, потом я, конечно, уж профессионально тут подключился, и мы написали вот 100-летнюю историю мусульманской общины к столетию, мы 1907-2007 году, мы вот здесь ее полностью реконструировали. То есть это заняло у нас 4 года работы в Томске и в Новосибирске, работа в архивах, вот мы искали материал, все документы, которые относятся к истории новосибирской мусульманской общины. Там, начиная от строительства мечети и от всяких вот перипетий, которые она прожила. Ну что интересно, что ведь в советское время, если говорить о истории мусульманских общин, у нас было действующих в советские времена, вот после сталинское время, при Хрущеве, 3 только ведь действующих мечети было официальных. Это в Новосибирске, в Иркутске и в Тобольске. Нигде больше. В Томске была нелегальная, в Омске нелегальная, ну, относительно государства, да, понятно. Действовали мусульманские общины. А в Новосибирске вот старая мечеть, которая на фронте, она сейчас реконструирована, вот она действовала. А, нет, это было там в разных домах, она ее потом... Это советский период. В Да? советский период. Вот А 3. до советский. Если до советский говорить, ну сам Новониколаевск, молодой город. Поэтому здесь история мусульман и татарская община, она начинается, конечно, со строительства города. Они занимались здесь торговлей преимущественно. И жили татарская слобода была.
А мечеть они получили, когда вот у нас политика в государстве поменялась, это как раз первая революция российская, и вот они пробивать стали разрешение строить мечети, медресе. И как раз 1907 год, это год, когда официально они получили разрешение для строительства мечети. Ну, понятно. да. 13 мечетей в Семипалатинске было. 12 из них татарских. Да, да. Нет, ну, собственно говоря, если мы рассматриваем, я так вот говорю, если об этнической истории, то, собственно говоря, Северный Казахстан, он больше тяготеет ведь к Западной Сибири, вот, по территории. Я не говорю, что сейчас там надо кого-то разделять или там отобирать что-то у Казахстана, но просто в истории было так, что вот эта северная часть Казахстана, это, собственно говоря, тоже территория вот как раз татарская, потому что казахи, они жили южнее, в общем-то, основная. У меня по вашему выступлению вопрос. Да. Вы говорите, что когда сюда пришли тюркские племена, как бы пошли, Да, да, да. что население уже было тюркизировано, и оно уходило туда, к северу. Да. А с чем связан вот этот уход к северу? С расширением как раз тюркского хаганата, то есть они занимали территорию. Они потому что расширение или они потому что вынуждены были бежать? Они вынуждены, но они не бежали, просто они постепенно мигрировали к северу. Они вытеснялись? Да, они получается? вытеснялись, потому что они занимались, у них хозяйственный тип был другой, они занимались охотой и рыбной ловлей. А, собственно говоря, на север можно было продвигаться, потому что места-то они на Аби, собственно говоря, вот Тами, вот это места, где можно заниматься этим видом деятельности беспрепятственно. Тундра связана с татарами, нет? Нет. Потому что тундра тунасом, тунсан тункирга. Ну понятно, да. Тункир. Ну не назвали же как по-другому, назвали тундра. Я здесь не специалист, конечно, по истории. Надо Тундры, искать. Да, надо искать. Нет, ну понятно, что если говорить о якутах, они занимают долганы, это же тюркские все племена, они занимают эту территорию. Но если говорить о сибирских татарах, то вот их распространение, это вот эта лесостепная зона и южная часть тайги. Ну, если говорить о Томской области, где-то вот Тюменской, ну это вот территория, где как раз и они жили. Вам большое спасибо за сегодняшнюю Пожалуйста, встречу пожалуйста. с вами и за то, что вы интересуетесь татарами, потому что это, в общем-то, для нас, Ну можно это для сказать, всех для неизвестная нас тема. история важна. Так, ну я думаю, наверное, нам надо сфотографироваться всем вместе. Сфотографироваться, Вот да. на фоне вот этого прекрасного символа. Так, а кто нас сфотографирует? Нам может это возможно? Включение. А мы все встанем, молодежью, встанем. Хорошо, что растут, интересуются историей и делают ее, традиции, язык, наверное, все изучают. Мы в школе не изучали, только говорим вот дома. Все готово? Раз, два, три. Может, несколько снимков, что ли? Нет, сейчас, минутку. Прому не забудьте. На всякий случай улыбаемся. Светлана, послушайте, пожалуйста, те, кому нужно пойти на КВН, репетировать, тот идет на КВН. А кто остается, пожалуйста, на кулинарию. Помойте руки, и мы вас ждем. Теперь мои, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Здесь нет, да?